надоедает. Здесь изюминка в том, что вы можете путешествовать каждые 3 месяца в круизах. Каждые 3 месяца. Так как наша членская и партнерская программа позволяет путешествовать со скидкой, либо бесплатно, ну, смотря какую программу вы выбираете. Здесь за один маршрут вы можете выбрать от 2 и более стран. Можете выбрать маршрут, где будет 3-4 страны, 5-6 стран. Можете вообще в кругосветное путешествие какое-то отправиться. В круизном отдыхе полный all-inclusive, то есть на лайнерах все включено. Когда вот говорят, да, то, что мы, вот, допустим, в круизы выезжали, где-то там за что-то, за еду надо было платить, там за бассейны надо было платить, за аквапарки, это неправда. Это абсолютно неправда, потому что зайдите на любой форум, на любой круизный сайт, вы там увидите информацию, что на всех лайнерах питание и развлечения включены в стоимость. И это классно. Не всегда даже в гостиницах, да, 5 звезд в той же Турции, допустим, или в Эмиратах вы найдете такое количество развлечений, которые есть на наших судах. Вот. А стоимость круизов у нас варьируется, ну, смотря на какой период вы летите и едете в круиз. Круизы начинаются от 1 дня и выше. Но, естественно, на 1, 2, 3 дня там нет как бы смысла ехать в круиз, поэтому где-то стандартно вы будете выбирать от 7 дней и выше. В среднем круизы у нас стоят вне сезон $500-600, такой нормальный средненький круиз. А в летний период, июнь, июль, август, они начинаются где-то от $700 и выше. Вот. Все это зависит, конечно, от направления, от круизной линии, в какой период вы едете и от каюты. У нас есть 4 вида кают. Это внутренняя каюта без окон, без балкона, без окна. Есть каюта с окном, с иллюминатором, есть каюта с балконом, есть суиты. Вот. И, естественно, цена зависит от этого, какую каюту вы возьмете. Питание на борту в основном 5-разовое, от 5 утра до 2 часов ночи. Есть там и детские комнаты. Если, допустим, вы с детьми поедете, вы спокойно можете своих детей там разместить. За ними и няньки присмотрят, специальные вот, да, специалисты, которые будут с ними работать в течение дня. То есть они их там и покормят специальным детским питанием, и поиграют с ними, и там какие-то развивающие игры. Вот, абсолютно можете быть спокойны за своих детей, потому что там и видеокамеры, все это есть. На лайнере также вы можете, допустим, уход за телом, да, и спа-зоны, салоны красоты, есть фитнес-залы, есть джакузи, бассейны с морской водой, кстати. Очень много ресторанов, пабов, кинотеатров, театров, аквапарки есть боулинги. Ну, в общем, столько развлечений. Вот я 2 раза была в круизе, и ни в одном из круизов я полностью, чтобы вот весь лайнер обойти, у меня еще такого не было, потому что, ну, не хватает, реально они очень-очень огромные. Вот. По маршрутам у нас более 5000 маршрутов в нашем поисковике, и это зависит от вашего предпочтения, куда бы вы хотели поехать. Я, допустим, начала с Европы, потому что более доступно. Если, допустим, вы хотите в какую-то безвизовую страну, да, не хотите заморачиваться насчет виз, то вы можете поехать в Бразилию, можете поехать по арабским странам, можете поехать в какую-то другую страну, где виза не требуется, можете поехать в Азию, туда входит Япония, Корея, Китай, Сингапур, Малайзия, Таиланд, да, и так далее. Можете поехать в какие-то американские круизы, там, Карибы, Багамы, Доминикана. Ну, очень-очень много у нас, конечно, выбора. Просто нужно зарегистрироваться, сесть и просто выбрать и отправиться в свой первый круиз. Классно. А скажи, пожалуйста, какие дополнительные расходы, ну, обычно мы несем? То есть на лайнере, если, к примеру, все включено, то в любом случае какие-то же расходы там тоже есть. Ну, вот про алкогольную карту можно там рассказать. Да. На лайнере, конечно, все включено, но есть такие виды расходов, которые не включены в стоимость. Это алкоголь. Алкоголь дополнительно вы доплачиваете, допустим, массаж тоже за дополнительную плату, интернет вы покупаете на борту, и в казино, естественно, вы идете играть, ну, за свои деньги. А так, в принципе, все остальное бесплатно. То есть я вот подытожу, да, смотри, получается, у нас на лайнере все включено для обычного человека, если там не пить, там, к примеру, допустим, да, и это, в принципе, с минимальным бюджетом в $500 можно взять круиз на 7 дней, 6 городов, 3 страны, правда же? Да, совершенно верно. Да. Поэтому, когда вот люди спрашивают у нас про круизный отдых, и удивляет, почему такая дешевая цена.
потому что это стандартный набор услуг, да, стандартное развлечение, перемещение, питание, которые, в принципе, ну, это нормально. Если дополнительные расходы, если, допустим, к примеру, мы выбирать, сравнивать будем с пляжным отдыхом, к примеру, Дубай, да, мало гостиниц из Дубая, когда есть все включено. В основном это на базе завтраков, да, и получается, все остальное мы доплачиваем, а то в круизе это очень удобно. Вы заходите на лайнер и сколько хотите кушаете. Минус есть один круизного отдыха, ты приезжаешь уже как бы с килограммами. Это точно. Да. Такой выбор блюд, это просто классно, реально. И знаете, на лайнерах, что классно, да? Помните, в первом круизе, когда мы были, у нас была возможность посещать и буфеты, да, которые работают постоянно, и рестораны, которые каждый день предлагают европейскую кухню высшего класса, такую, ну, это вообще, то есть рыба, морские, морепродукты, так, с такими соусами. Ты приходишь и себя чувствуешь как королева. Правда же? Да, да, действительно. Да. А расскажи, пожалуйста, про нашу клубную систему членства. Вот это именно, почему именно через Incruises мы сейчас, почему набираем обороты? Почему клубная система отдыха сейчас набирает вот такие обороты и что мы предлагаем? Ну, во-первых, да, клубная система, она позволяет экономить ваши деньги. Вообще в клуб, мне кажется, нужно заходить людям, которые реально любят отдыхать, любят путешествовать. Потому что если вы не любите это делать, на одних деньгах там далеко, мне кажется, не уедешь. Все равно должна быть любовь к путешествиям, должна быть любовь к познанию мира. И наша программа, она как раз-таки разработана так, что вы можете копить и экономить при этом хорошие деньги. Есть, конечно, варианты, когда вы можете купить круиз через какой-то другой клуб, допустим, да, либо через турагентство, но это будет чуть-чуть дороже, нежели у нас. У нас прямые цены от круизных линий, без накруток, без посредников. Мы сотрудничаем с 15 круизными линиями. И, знаете, я до недавнего времени думала, что, наверное, мы сами можем зайти напрямую на круизный сайт и купить там круиз. Я попробовала это сделать. Вы знаете, он не дает купить круиз напрямую круизной линии. Он вас будет выбрасывать и либо просить обратиться именно к туроператору, либо к таким же клубам, как мы, которые продают эти круизы. И это классно, с одной стороны, потому что благодаря нашему клубу вы можете это сделать очень легко. Вообще наша система устроена так, что это сервис по бронированию круизов. Вам не нужно будет отдельно заходить, допустим, в поисковик MSC, в поисковик Коста или Royal Caribbean, это занимает очень много времени. Вам достаточно зайти просто на наш сервис, забить данные, допустим, да, если вы хотите поехать в Европу, выбрать даты, периода, путешествия, например, с марта по май, к примеру, и нажать просто кнопочку «Найти». Все, он вам находит за этот период все предложения от 15 круизных линий. Без проблем. Вы выбираете, смотрите по цене, может вас что-то устраивает, может вас по маршруту что-то устроит, да? Либо вы конкретно лайнер какой-то выбираете. У нас, кстати, каждый год на воду спускают более 5 лайнеров. Вот в 2019 году мы ожидаем спуск на воду 7 лайнеров новых. И каждый лайнер по-своему хорош, у каждого какая-то своя там изюминка. Вот. Вы можете спокойно заходить, все это выбирать. Это экономит, во-первых, ваше время, во-вторых, ваши средства. По поводу входа, да, у нас есть два варианта входа. Первый – это просто стать членом клуба. Член клуба, он ни к чему не обязывает. Вы просто копите на свой же круиз будущий. То есть вы, получается, как бы планируете свой отдых наперед. И это классно, потому что не всегда бывает возможность купить круиз сразу за наличку. Да даже не круиз, даже элементарно. Вот летом, я раньше, когда в Турцию выезжала отдыхать, я как делала? Вот в июле там подруга позвонила, Каухарка, поехали, отдохнем в Анталию. Давай, а денег нет. Что делать? Бежим в Каспийбанк, оформляем кредит и едем в Турцию отдыхать. И потом 2-3 года этот кредит выплачиваем. А здесь как классно, да, вы по $100 каждый месяц.
от зарплаты откладываете. Это, во-первых, не так накладно, да, не так влияет на ваш семейный бюджет. И, во-вторых, вы незаметно для себя накапливаете эту сумму. При этом ваши деньги удваиваются. На ваши же $100 дают еще $100. Представляете, как, да, у вас вообще деньги удваиваются, и вы в первый год, несмотря на то, что можете использовать 60%, при этом вы забираете полностью все свои накопленные средства, полностью. Вот 5 месяцев вы копили по $100, вы $500 забираете, плюс $100 еще сверху от компании имеете. И при этом еще $400 у вас переходит на второй год. То есть это как бы бонусная программа, кэш, да, как мы называем, у вас постоянно эти бонусы накапливаются, и уже на 5-й год вы полностью их используете на все 100%. Это очень удобная программа, которая позволяет, вот особенно семьям, где, вот, допустим, жена, муж, несколько детей, по бюджету очень конкретно бьет, а здесь на каждого, допустим, открыли, на мужа, на жену открыли счет, покопили денежки, там 5-6 месяцев, выехали в круиз, приехали, дальше продолжили копить, поехали во второй круиз. Вообще звезды, конечно, предпочитают отдыхать в круизе, потому что это действительно элитный вид отдыха. Вообще, да, издавна считается, да, что круизное путешествие это была прерогатива только для богатых, состоятельных людей. Сейчас, благодаря инкрузису, это стало доступным, это стало возможным практически каждому. И человеку работающему, и неработающему, и человек, который хорошо зарабатывает и не очень хорошо зарабатывает. Сейчас у меня, допустим, в круизы выезжают даже люди, которые об этом не могли мечтать, и при этом у них доход составляет менее 50 тысяч тенге. Вы представляете? И все это становится возможно благодаря инкрузису. Они сами говорят, да мы без инкрузиса в жизни бы не поехали в круиз. Да я сама бы не поехала, вот честно. Здесь вот хочешь, не хочешь, ты по-любому выезжаешь в круиз, потому что у меня партнерская программа, я бесплатно путешествую. И я рада, что я так путешествую, я вас всех приглашаю именно на партнерскую программу, потому что она более выгодна. Сейчас про партнерку говорит Салтанат? Да, именно у нас именно заключается работа в чем? Нас заставляют ездить путешествовать. Да, я же говорю, есть вахтовики, которые ездят на вахту, да, на месяц там уезжают или там на 14 дней. Я говорю, у нас своего рода тоже вахта, только мы едем не на Тенгиз, не на Карабатан, не в Аксай, да, мы едем в круиз. Это же классно, ты отдыхаешь, ты там развлекаешься, ты там питаешься, видишь разные страны, разные города, приезжаешь, и тебе еще за это платят деньги. Сейчас давайте я вам расскажу про второй вход, это партнерская программа, вход $295, эта сумма состоит из двух сумм. Первая, $100 уходит сразу вам на круиз, вторая сумма, $195, это франшиза. Франшиза, как вы знаете, это готовый бизнес. Вот за $195 вы покупаете готовый бизнес, который дает вам бэк-офис, где есть все инструменты для продаж, там есть абсолютно все. Там есть круизная база, там есть ресурсная база, то есть там обучалки различные, да, инструкции, документы, юридические документы, документы по легальности компании. Там вплоть до визиток все есть, брошюрки, баннера. То есть не нужно придумывать велосипед. Это все есть в вашей базе, все есть в вашем кабинете. Просто распечатывай или отправляй там по WhatsApp, по Facebook и работай. Все очень легко. А ваша задача, когда вы заходите на партнерскую программу, ваша задача пригласить всего 5 человек. 5 активных человек. Вы их приглашаете, и с этого момента вы больше не платите $100, а вам компания сама по $200 круизных начисляет, потому что вы становитесь безоплатным членом. Все, дальше больше. Эти люди приглашают других людей, вы уже начинаете лидерские бонусы получать от $300 до $55 тысяч. Помимо этого есть еще 2 уровня пассивного дохода, это резидуальный доход, матчинг-бонус, есть продюсер-бонус, то есть сейчас вот детально не буду на этом останавливаться, но скажу так, что у нас 6 видов дохода и очень легкий маркетинг. Я человек, который пришел не из сетевого, да, бизнеса, я пришла из банка, для меня было так легко вообще начинать, я очень легко сразу маркетинг поняла, и сразу же его внедрила, и я сама в шоке была, потому что до этого я сколько маркетингов в других сетях слушала, меня же приглашали, и вот ходишь, тонулюшин, да, как у нас у казахов говорят, чтобы человека не обидеть, идешь, слушаешь, и вот хочешь понять, и не можешь ничего понять, а тут прям с первого раза все поняла. Поэтому, если будете подключаться, именно подключайтесь как партнер-клуб, потому что здесь вы получаете бесплатные путешествия, здесь вы получаете очень такой серьезный доход,
настолько серьезный, да, что я решилась уйти из банка. Представляете, каково было это для меня трудным решением? Уйти из банка, потому что, ну, я такой человек, я привыкла всегда сидеть в офисе, постоянно. И тут уйти полностью с работы по найму в сетевой, я сделала это, потому что реально я здесь получаю такой доход, который меня вполне устраивает. А по секрету ты расскажешь людям, сколько ты зарабатываешь? Конечно, я расскажу. Я на сегодняшний день, пока еще месяц не закончился, я региональный директор. Мой доход составляет $2500. Это только зарплата. $1000 я получаю на пассивном доходе. Итого 3500, но это 1,5 миллиона тенге. Для меня это вообще просто шикарный доход. Когда я работала в банке, ко мне приходили клиенты, ну, мои клиенты в основном были с иностранных компаний, и постоянно открывали депозиты, ложили туда деньги, и я всегда думаю, блин, как они классно зарабатывают, 500, 600 тысяч, я всегда думаю, что я английский не учила, сейчас бы тоже в инофирме сидела, зарабатывала бы, ну, пусть даже не 500, хотя бы 400 тысяч, для меня было бы классно. А сейчас, вы знаете, все настолько поменялось. У меня мои партнеры, которые работают и в Аджипе, и в ТШО, и в НСОС, они мне говорят, Гаухарка, быстрее бы дойти до твоего дохода, чтобы бросить работу и полностью погрузиться в инкрузис. И мне так смешно, я думаю, надо же, да, вот как жизнь складывается. Я сейчас практически, получается, получаю зарплату нефтяника. У нас нефтяники так зарабатывают, такие нормальные нефтяники, ну не иностранные, конечно, казахстанские нефтяники. И это классно, все это благодаря инкрузису. Вот так вот меняется наша жизнь. Супер. И расскажи, пожалуйста, про вот именно несколько видов вознаграждения, которые маркетинг-план наш дает. Вот как мгновенный бонус и лидерский, более подробно. Давайте, да, про мгновенный бонус я вам расскажу. Вообще, как мы зарабатываем. Я такой человек. Я когда куда-то захожу, допустим, да, вытаскиваю деньги из кармана, у меня как бы срабатывает такой рефлекс. Я хочу эти деньги вернуть обратно. Вот благодаря нашему маркетингу вы это можете сделать очень легко. Вы заходите на $295, приглашаете 5 человек. Вот тут вы начинаете зарабатывать. За первого приглашенного вы получаете $50, за второго 60 мгновенных. Это деньги, которые вы можете выводить и тратить. Это не круизные деньги. За третьего 70, за четвертого 80, за пятого 90. Вот достаточно 5 пригласить, вы заработаете $350. Вы возвращаете свои деньги. Я когда заходила в этот клуб, я сразу спросила, когда я буду вносить эти деньги, у меня будет возможность их вернуть? Мне сказали, да, есть мгновенные бонусы для этого. Все, для меня была важная задача 5 завести, вытащить те деньги, которые я вложила, и когда тебе нечего терять, по сути, да, ты начинаешь работать спокойно. Это бизнес без потерь. Дальше за 6-го, естественно, я на 5 не остановилась, потому что я понимала, что кто-то из них будет работать, кто-то не будет работать. За 6-го я уже получила $100, 110, 120, 130, за 10-го $150. То есть потолок у нас 150. За 11, за 12, за 13 вы все равно получаете 150, но это до конца месяца. Как только начинается новый месяц, мы опять приглашаем людей, и у нас опять пошло, да, 50, 60, 70 и так далее. Это у нас мгновенные бонусы. Есть лидерские бонусы. Как мы получаем лидерские? Опять же, когда мы приглашаем людей, те люди начинают других людей приглашать. И мы должны быть заинтересованы в том, чтобы наша первая линия работала. Опять же, маркетинг построен так, что мы заинтересованы, так как у нас считается командный товарооборот. Эти 5 человек, когда пригласят по 5 человек, вы становитесь маркетинг-директором, потому что в вашей команде 30 человек, и ваша зарплата ежемесячно будет $300. Дальше команда, когда уже люди людей начинают приглашать, со 100 человек вы уже начинаете зарабатывать $1000. 250 человек, когда в команде, вы зарабатываете $2500. 500 человек, это уже $5000, это вы уже национальный директор. Когда в команде будет 1000 человек, вы будете получать $10 000, это интернациональный директор. В команде, когда у вас будет 2500 человек, вы станете исполнителем, и ваш доход будет $25 000. Это вот как Салтанат Шаймарданова зарабатывает. И самый верхний чек, 5500 человек, это $55 000 плюс процентов мирового товарооборота, ну это где-то более $100 000. Представляете?
На этом чеке у нас пока находится 2 человека. Это Ольга Ра из города Самары и Юлия Чистова, наш вышестоящий спонсор из Минска, из Беларуси. Но совсем скоро, я так думаю, Салтанат Шаймардановна станет 3-м человеком, который достигнет этого наивысшего результата. Вообще, мне кажется, ни в одной сетевой компании невозможно вот так быстро за менее чем 2 года, да, пройти весь маркетинг. Представляете, весь маркетинг. Это вообще настолько просто, настолько легко. Даже вот я дошла, получается, да, я активно начала с марта месяца работать, до $2500 я дошла где-то за полгода. Хотя 18 лет проработала я в банке, 18 лет. И ни разу я не получала такую зарплату. За 18 лет я не купила себе ни квартиру, ни машину, потому что, сами понимаете, банковские работники не так много зарабатывают. И так как зарплата невысокая, постоянно приходилось брать кредиты. Так как жить хочется прекрасно, да, и как бы возможности совпадают с моими запросами, я постоянно брала кредиты, потом мне даже пришлось как-то бутик открыть, потому что зарплаты не хватало. Я начала привозить вещи из Турции, открыла не 1-2 бутика, женскую одежду возил, детскую одежду. И, вы знаете, весь доход оставался в остатках. Постоянно приходилось брать кредиты, постоянно, чтобы закупить новый товар. И еще доллар, вот этот скачок, да, когда происходил, за ним же не уследишь. Когда он последний раз почти в 2 раза вырос, мы тогда конкретно, конечно, все попали, потому что товар брали по одной цене, и тут доллар растет, ну, в общем, ушли в очень хороший минус. И тогда я приняла решение, что я должна закрыть все бутики, и больше я с челночным бизнесом связываться не буду. Но при этом у меня остались мои кредиты, мои долги, деньги под проценты, которые я брала. И в прошлом году, в ноябре месяце, у меня было такое состояние, вообще вот состояние, когда душа плакала. Вот реально я уже понимала, что я настолько закопалась в этих долгах, в этих кредитах, и мне 37 лет было на тот момент, и я ничего не купила, думаю, даже если со мной что-то произойдет, что останется моим детям. Мне стало настолько страшно, я не знала, что мне делать, это было начало ноября. Я просто села, я открыла YouTube, нашла видео мантры по открытию денежных потоков. И я начала их смотреть 2 дня. Я просто выпала из работы, когда я уже в Сбербанке работала внештатным консультантом. На 2 дня я просто пропала. Я отключила телефон и в дома вот начала смотреть эти видеоролики. Видимо, настолько моя душа плакала. Уже. Вот вообще. Настолько мне было тяжело, мне настолько было трудно. При этом у меня муж не работал, у меня дети как бы маленькие, да, их кормить надо постоянно. И я уже так просила, так молила Бога мне помочь, сделать что-то. Я понимала, что должно произойти какое-то чудо. Просто так я бы с этим не справилась. И вы знаете, это чудо произошло. Через 2 недели я узнаю об этой компании, я захожу и я начинаю забываться. Представляете, я забыла о том, что у меня есть такие долги, я начала работать, то есть мой мозг полностью переключился, и я начала работать в том направлении, я начала готовить себя к круизу. И когда я забыла о своих долгах, я забыла о своих обязательствах, как-то деньги сами собой начали ко мне липнуть. Представляете, даже не достигнув ранга маркетинг-директора, за 2 недели я заработала $2000. За 2 недели, вот Рустам, когда Гатауллинов ко мне подключился, мой курс, я заработала $2000, и с этого момента я первым делом начала закрывать кредиты. Сразу, как деньги получила, перевожу в тенге, иду в банк, закрываю частями. Начала расплачиваться за деньги, которые я брала под проценты. И на сегодняшний день я настолько свободный человек, у меня нет ни кредитов, ни долгов. Вы представляете, как это круто. Каждый месяц ты получаешь 1,5 миллиона тенге, ты идешь в банк, получаешь свои деньги, снимаешь их, и тебе не надо бежать в банк, выплачивать кредит.
Тебе не надо думать, что ты сейчас свои заработанные деньги пойдешь и куда-то потратишь. Эти деньги я стала тратить на семью, я стала тратить на своих детей, я стала тратить на свои путешествия. Я выезжаю в круиз на заработанные деньги. Если раньше я выезжала на отдых за счет кредита, сейчас мне компания дает ровно столько, сколько мне хватает и на путешествие, и на то, чтобы прожить и обеспечить свою семью. И я понимаю, что 2500 для меня это не предел. Это, это только начало. Я знаю, что уже дальше больше я буду зарабатывать еще больше. И моя первая цель – это купить дом, купить недвижимость. Неважно в какой стране, пусть это будет в Казахстане, пусть это будет в Атырау, ну, конечно, хотелось бы в Европе. Да. Но я хочу, чтобы у меня была своя недвижимость. Я очень этого хочу, потому что жизнь настолько непредсказуемая. Я должна думать о будущем своих детей, я должна их полностью обеспечить. И вот благодаря компании «Круиз», почему я Шантигсбим, да, почему я не позволяю никому говорить что-то плохое в адрес Инкрузиса, да потому что он реально конкретно изменил мою жизнь. Где бы я сейчас была, что бы со мной было бы, да, вот куда я была действительно. Сейчас я живу совершенно другой жизнью. Вот когда у нас, помнишь, Салат вот уезжал же в Эмираты, как его зовут, вот недавно он тоже говорил, что он не хочет, да, Алимжан, что он не хочет возвращаться в ту жизнь, в которую он жил. Тоже я почему его поняла, да, у меня прям слезы на глаза навернулись, потому что я тоже не хочу возвращаться в ту жизнь, в которой я жила. У меня 5 лет шла непрерывная черная полоса, у меня никогда такого не было. 5 лет я была в черной полосе, вы представляете, когда полгода, год бывает полоса еще нормально. Но когда это 5 лет, и это началось с того, что там у сына переходный возраст, да, у меня с ним не были проблемы, то, что у меня там финансовые проблемы, то, что у меня муж, допустим, да, у меня было с ним недопонимание, я сама, да, вот как-то уже все на себя как бы опустила руки, уже не хотела ни за собой ухаживать, ничего. Мне просто жизнь стало скучной. Мне, представляете, человеку, который всю жизнь жил на позитиве, человек, который всегда был душой компании, человек, который всегда, наоборот, людей успокаивал, да, я была совестью. И тут я живу в депрессии 5 лет, и я об этом никому не говорю. Никто об этом даже не знал. Всегда натягивала вот эту маску довольности, маску улыбчивости. Но приходишь домой, а душа плачет, и ты не знаешь, как вырваться из этого замкнутого круга. И Инкрузис – это божественная компания, которая меняет жизни людей. Это компания, в которой люди находят то, зачем они пришли. Вы представляете, сколько проблем я здесь решила? Как круто изменилась моя жизнь. И когда изменилась моя жизнь, изменилась жизнь моих родных вокруг. И я поняла, что я как эпицентр была, вот пупок, есть же пуп земли. Я как эпицентр была, все зависело от меня. Только у меня все наладилось, у моих родных автоматом тоже все наладилось. Поэтому я никогда никому не позволю что-то плохое говорить об Инкрузисе, о Майкле Хатчинсоне. Вообще, вот я говорю, лучше мне в глаза это не говорить, порву. Люди грелку, реально. Вот. Скажу вообще, Гаухар, твоя история, это просто, я думаю, сейчас никого вообще, ни одного человека равнодушно не оставит. Ух, я сама в эмоциях. Скажи, пожалуйста, как у тебя изменилось отношение с мужем? Потому что я помню, ты один раз ночью свой инсайт рассказала, аж просто я знаю твоего супруга Арман, он сейчас безоплатный член клуба, делает бизнес. Да. Представляете, человек, который вообще к сетевому даже... Чтобы на него, когда на Армана посмотришь, сказать, этот человек занимается сетевым бизнесом, но не поверит никто. Сейчас этот человек в офисе ходит, проводит презентации. Он мне сам руку пожал, сказал, я достигну здесь результаты, как по-любому, говорит, Салтанат. Расскажи, как у вас отношения, откуда, как он вообще начал, ну, расскажи, вот это очень, видимо, интересно. Вообще, у меня с ним, да, были очень тяжелые отношения, потому что, я же говорю, я вот 5 лет была в депрессии, и я постоянно к нему придиралась, то мне это не нравится, то мне то не нравится, то такой-то, то сякой-то, то трубку не взял, то не позвонил, то еще что-то. Короче, я его затыркала так, я вообще удивляюсь, как он от меня не убежал, да, сразу. Он все это терпел, жил со мной, но тоже, конечно, это повлияло на наши отношения. И
Он прям вот весь на нервах был, у него, видать, было прям, может быть, даже домой не хотел приходить, потому что тут встречала его недовольная жена, да, вечно, которую пилит. И когда я зашла в Incruzis, все, мой фокус с него сместился на Incruzis. Тут я начала пилить уже Incruzis в одну точку, бить. И через месяц или через два он начал меня ревновать. Он начал говорить, что я изменилась, что я стала какая-то другая, что, ну, конечно, внимания уже нет. Я говорю, ну, ты радуйся, я тебя больше не пилю, все прекрасно, меня все устраивает, я больше к тебе не лезу. У меня есть Incruzis, я до 5 утра, и вы знаете, он уже испугался реально, что он меня теряет, потому что я как зомби была. Утром просыпаюсь, начинаю в телефоне что-то писать, целый день в этом телефоне, до 5 утра мне что-то говорит, я его не слушаю. А если он мне скажет, например, там кто-то Incruzis занят, да, говори. А если там что-то другое, не касающееся Incruzis, я его даже не слушаю. И вот так бы, может быть, и продолжалось бы, если бы он сам не принял такое решение. Один раз он пришел мне и говорит, Галфарка, что-то я тоже хочу в Incruzis. Это я уже когда после первого круиза приехала. Он говорит, я что-то тоже хочу зайти. Я говорю, а у тебя деньги есть, что ли, заходить? У меня лично нет, я тебе не дам. Я же все деньги, кредит закрываю. Он говорит, а у нас же копилка есть. И вот мы в копилку, купил сам, подарил мне на день рождения, по 100 тенге туда откладывал. Я говорю, слушай, точно, давай разобьем, посчитаем, сколько там денег. И вот когда мы ее разбили, там оказалось ровно 97 или 98 тысяч как раз по курсу, да, и он сразу зашел как партнер. Он зашел, и вы знаете, он настолько изменился. Он когда первый раз поехал в круиз, у него руки, ноги тряслись. Он никогда, оказывается, даже в самолетах не летал. Никогда в жизни. Он единственное, куда выезжал, самое ближнее, это было Астрахань. На такси он туда ездил. И то там со своей ездежкой. А тут он вылетает на самолете, летит в Европу. У него вот такие шары. Мы когда на лайнер пришли, он прям, ну, наверное, единственный человек был, который весь лайнер обошел, да. Для него все было интересно. Он куда-то там пропадал, он приходил, он каждые 5 минут снимал видео, фото, я его ругала, я говорю, сколько можно вообще, да успокойся. Он говорит, нет, это завтра все пригодится. И когда вот мы уже в город приехали, смотрю, у меня вообще фотографий, видео нет, а у него полно, я давала ему просить это все. И вот он сейчас, он такой человек, да, он не расстраивается, когда ему говорят нет. Вот меня что удивило, он не расстраивается, когда люди к нему не заходят. Он, оказывается, тоже такой терпеливый. Он все это выставлял. Он ожидал, что после круиза зайдут к нему люди, но они к нему не зашли. Но он не отчаливался. Он до сих пор по сей день все это выставляет, постоянно пишет. Сейчас он сам проводит презентации. Он не устает людям говорить. И вы знаете, я увидела такой рост. Это вообще небо и земля. Какой он был до вступления в клуб и какой он сейчас стал. Раньше он стеснялся вообще что-то говорить на камеру. Он стеснялся себя фотографировать и выставлять куда-то, или там посты писать. Да даже посты, когда он писал, да, не что посты, он когда сообщения писал, у него были ошибки там, да, вот все равно я же обращаю внимание на орфографические ошибки. А сейчас я смотрю, он такие посты пишет, и все это так искренне, все это от души. Даже корректировать не надо, это все без ошибок. Он на видео прям говорит четко, он сейчас прям самый первый бежит, чтобы его снимали. И я понимаю, какой рост. Хотя он всегда, да, вот работал охранником, простым охранником. Представляете, да, уровень развития. Он вырос из очень простой семьи. У него родители, папа путеец, мама маляр, да. И то, что сейчас с ним происходит, почему друзья стали к нему подключаться, его знакомые, потому что реально он доказал, что в этот бизнес не обязательно приходить людям, у которых есть деньги. Этот бизнес для всех. И его знакомые, когда приходят, они говорят, Арманчик, вот мы видим, да, то, что ты даже съездил, ты путешествуешь, ты зарабатываешь деньги, а почему мы не сможем? И вот сейчас, в этом месяце он у меня должен маркетинг-директора закрыть, у него прям сейчас все к этому идет. Если он закроет, он мне обещал, он сказал, если я маркетинга закрываю в этом месяце, я каждый месяц потом буду открывать новые ранги. Он полюбил эту компанию, мы сейчас вообще с ним рука в руку, душа в душу. У нас такая гармония, такая идиллия. Да, Тельгостемес, ну вообще прям вот
только можно было мечтать о таких отношениях. Поэтому, если вы заходите в этот клуб, обязательно берите своих вторых половинок. Обязательно. Семейный бизнес, он работает намного лучше и намного легче. Когда ваша вторая половинка вас поддерживает, вам ничего не будет страшно. У вас все получится. Супер. Ты смотри, сколько сердечек просто льется километрами. Сколько сердец ты сейчас зажгла. Действительно. Я хочу отметить сам твой рост, Гаухар. Какая ты сейчас, я просто, ну, я не знаю, как передать. Когда ты с человеком работаешь год, да, уже, и в чатах, мы реально, мы круглый год, вот весь этот год, мы, вот, чтобы один день не пообщаться в чате, это не было такого. То есть мы постоянно вместе, вы понимаете, да? И я вижу, какая ты у нас стала. То есть это просто... Ты реально вдохновительница. Если до этого ты тоже вдохновляла, но у тебя были какие-то... Как-то это было на других вибрациях, да, то сейчас от тебя исходят абсолютно другие вибрации. То есть как здесь люди растут в этом бизнесе, это просто, ну, это пример Алия, твой пример, да, это одни из тех первых. Хотя хочу вам сказать, что Гаухара, у нее бизнес пошел, по сути, только в феврале, в марте. То есть она в ноябре зашла, у нее не особо активно получалось. Ноябрь, декабрь, январь, да? И в феврале, когда вот у нее Рустам подключился, когда она, несмотря на то, что даже не шло в начале, а почему? У всех в начале не идет, это нормально. Потому что мы не имели турфирм, да? Не имеете, вас тоже вот... кто вот смотрит наш эфир, да, нет такого, что сразу весь мир побежал за вами, да, то есть это вначале в любом случае, даже вот у Гаухара, имея банковский опыт, да, мы же привыкли банковским доверять, значит, надо, да, имея такой коллектив, да, у Гаухара, то сразу не пошло. Это к тому, что у всех своя история будет, по-любому, у всех будет свое время, если действовать. И сейчас вот реально, ты сейчас такая искренне, так это все это говоришь, я думаю, ты растопила реально сердца, и люди примут решение вступать в наш клуб, не искать подвох. И как ты говоришь, кто-то плохо про инклюзию говорят, я как тузик. Так любить компанию, это вообще классно. Гаухар, скажи совет кому-нибудь, вот совет тем людям, которые вот давно наблюдают, смотрят наш эфир, и не хватает чего-то для принятия решения. Что бы ты им как совет дала, и если они примут решение, с чего начать им этот бизнес? Потому что сетевой бизнес и именно основанный на клубном членстве, это новое абсолютно. Люди принимают сетевой продукт как с продуктом связаны, да, а вот именно, вот только что я тоже проводила встречу с одним очень крупным лидером другой компании. Ему в голову не залазит, откуда такие деньги на нашей компании. Вот что бы ты подал, совет, какой бы ты им дала, и с чего начать им этот бизнес, как уже человек, имеющий такой опыт в нашей компании, результат? Ну, что я могу посоветовать? Во-первых, никогда не думайте. Вот я на своем примере могу сказать, когда вот мне что-то нравится, я уже давно это поняла, надо сразу заходить. Даже элементарно, да, вот когда вы идете, допустим, да, даже на барахолке в Алмате, когда ходишь, да, какую-то вещь увидел, понравилось, тебе не купил, думаю, дай, дальше пойду, да, там, посмотрю, если нет, если что, вернусь. Но ты не вернешься уже туда, потому что барахолка настолько большая, что, во-первых, ты не найдешь то место, где ты это видел, во-вторых, тебе уже в ломы туда возвращаться. Поэтому, если вы поняли, что это то место, где вы должны быть, если у вас здесь ёкнуло, сразу заходите, сразу, не думайте, потому что потом у вас начнет включаться вот здесь. А здесь у нас что? У нас здесь разум, да? Мы начинаем прислушиваться к мнению других. Кто-то там негатив сказал, кто-то посоветовал, кто-то что-то где-то услышал неправильное, да? И вы его послушали и не зашли. И при этом вы разрушили свою мечту. Почему я зашла в этот клуб? Я вам сейчас скажу. У меня была мечта с детства увидеть Америку. Я не знаю, почему я хочу в Америку. Не знаю, вернее, хотела. Возможно, потому что мы выросли на этих американских фильмах, мультфильмах, да.
И для нас в основном идеалы это были голливудские звезды. Мы видели, как в Америке круто по фильмам, да, особенно мне больше нравились рождественские фильмы. И когда я поехала в Америку, мне единственное, что хотелось увидеть, это вот эти домики, которые украшены в стиле Рождества. Я хотела витрины, украшенные под Рождество, увидеть. Это все идет ассоциации с детства. И когда я зашла в этот клуб 30 ноября 2017 года, уже в декабре, через месяц я сказала, я буду в Америке, я поеду туда. И когда Юлия Чистова продавала билеты на GoPro, я была одна из первых, кто написал, я поеду. При этом у меня не было ни визы, ни денег, ничего, да. И я поехала, получается, ровно через год. Представляете, ровно через год, как работает мечта, как космос работал. 30 ноября 2018 года, ровно через год, я сажусь в самолет Самара, Нью-Йорк, Лас-Вегас и прилетаю в Лас-Вегас 1 декабря, 31 декабря. И что я вам хочу сказать? Вот из тех людей, которые подались на визу, да, в Казахстане, я единственная получила визу. Почему? Потому что во мне эта мечта жила не год, не 2, не 3, не 5 лет. Она всю жизнь во мне с детства жила. Я бредила этой мечтой. И когда вы чего-то очень сильно хотите, вся Вселенная начинает работать на вашу мечту. Откуда вы знаете? Может быть, Майкл создал этот клуб именно для меня. Именно для меня, чтобы я поехала в Америку. Мы же все этого не знаем. Может быть, Салтанат когда-то о чем-то помечтала, да, и Вселенная сработала так, и тоже создали этот клуб специально для нее. Я же говорю, в этом клубе собрались люди, которые когда-то в жизни хотя бы один раз запустили в космос мысль о том, что они хотят путешествовать, или они хотят классно зарабатывать, или они хотят общения, или там еще чего-то, да. И вот это все в социуме вот так завертелось, закрутилось. И представьте, сколько желаний в космос поднялось, и Бог сидел, думал, блин, что бы такое сделать? Салкину мечту делать нереально, Гаухаркину мечту делать нереально, там, еще там что-то мечту миллионов людей делать нереально. А дай-ка я создам там что-то одно, кину им, и пусть они этой возможностью пользуются, все люди, которые о чем-то мечтают, пусть это будут финансовые блага, пусть это будут какие-то личные блага, да, все упирается же в деньги. Если есть деньги, вы можете любую вещь себе позволить, да, кроме здоровья, конечно. И вот вам, когда такую возможность посылают, может быть, вы сами сидели, чего-то просили, точно так же, как я в ноябре 2017 году плакала, просила помочь мне, да, избавить меня от этих долгов. Кто его знает, может, кто-то из вас тоже когда-то сидел, это просил, Бог вам послал, а тут вы, нет, я подумаю, я не буду, никогда не допускайте такого. Я вам скажу, когда я прилетела в Лас-Вегас, когда я летела, да, у меня в кармане было $300. $300 и ни цента больше. У меня не было обратного билета. Я купила только билет туда. И мне сразу сказали, Гаухарка, там тебя офицеры будут шмонать, будут просить у тебя наличку показать, кэш показать на карте, да? Обратный билет, то, что ты планируешь обратно вернуться. Я говорю, ну, я не стала обратно покупать, потому что я не знала, когда я вернусь. В общем, я летела с такой мыслью, что я понимала, что меня могут обратно депортировать. То есть я могла туда и не долететь. И что вы думаете? Я прилетаю в Москву, с Москвы в Нью-Йорк, с Нью-Йорка в Лас-Вегас. И когда в Лас-Вегасе я выхожу с аэропорта и встаю, думаю, а где офицеры? Когда они начнут меня шмонать и меня спрашивать деньги? Я вообще не поняла. Оказывается, меня просто вот так пропускали, печать, паспорт, и я проходила. Представляете, ни один офицер у меня не спросил ни деньги, ничего. А через час прилетела Ирина с Италии, она задержалась на целый час. Я говорю, Ирина, вы же раньше меня должны были прилететь, где вы были? Она говорит, меня в Нью-Йорке шмонали, у меня наличку спросили, у меня спросили все деньги на карте, у меня спросили обратный билет, у меня спросили билеты в хостел, полный мой маршрут, где, куда я и что, и когда я обратно возвращаюсь, у меня были вот такие глаза. Я говорю, а у меня ничего этого не спросили. Вы представляете, насколько была сильна моя мечта? И вот сейчас, когда вы сидите, вам предлагают, это не человек вам предлагает, это Аллах вам посылает возможность. Так берите и делайте. Вам уже тысячи людей по всему миру доказали, что инкруиз реальный, что инкруиз легальный, что мы в круизы выезжаем, что у нас с маршрутными квитанциями нас пускают. Вот, мы на лайнерах бываем, да, вот такие вот нам всякие программки в каюты нам приносят, мы отдыхаем, мы путешествуем. Деньги мы зарабатываем.
Деньги мы видео снимаем, как мы зарабатываем. Все это вам показываем, свои показываем. Ну чего еще вам надо? Вот чего? Если вы хотите реально поменять свою жизнь, берите и меняйте. И когда вы заходите в этот проект, не ждите, что кто-то вам поможет. Не надо, вам никто не поможет. Только вы сама можете себе помочь. Если вы реально хотите свою жизнь поменять, делайте. Пусть ваши глаза горят. Пусть ваша мечта изнутри горит так, что вы вся снаружи будете светиться. У меня многие спрашивают: Гаухарка, как у тебя так получается? Почему к тебе люди идут, а к нам не идут? Да потому что я вся на эмоциях. Со мной, когда люди разговаривают, они видят, что у меня глаза горят, я вся горю. И они понимают, что реально это такой проект, о котором я просто так говорить не буду. Я все фишки показываю. Я показываю сразу конкретные результаты. Да, вначале мне было тяжело, но что я сделала? Я сделала свой личный результат. Я когда заходила в этот бизнес, вы что думаете, у меня деньги были? У меня не было денег. $295 у меня не было. Я заняла у Салтанат ту легенду. Сказала: Салта, займи мне, я тебе через 3 дня отдам. Я ей отдала, правда, на следующий день, через 2 дня я ей отдала. Но что тут произошло? Те люди, которые хотели ко мне зайти, вот Салима, да, Салматы, тетя Наташа, Алия Айчан, у них ни у кого не было денег. И я им сказала: хорошо, я вам дам. Я у Салимы на 100 тысяч чай купила, у тети Наташи купила чай. А где я взяла деньги? Я пошла, все свое золото заложила в ломбард, и я им дала. То есть я инвестировала в них, вы представляете? А кто-то здесь, да, $100 какие-то несчастные не может заплатить счет. А я пошла, заложила золото, я в них инвестировала. Рустама Гатавлинова не было денег, я ему дала. Но они мне все, конечно, вернули, потому что они стали подключать людей, они стали зарабатывать, они мне все вернули. А вы представьте, если бы я им не дала этих денег? Вы представьте, выросла бы я? Нет. Рустам сейчас тоже региональный директор. Он сейчас со мной в статусе сравнялся, хотя пришел 3 месяца позже меня. Здесь такой бизнес, где растут не только те, кто первые пришли. Здесь могут вырасти любые, которые пришли через год, через 2, через 3 года, и обогнать вышестоящих спонсоров. Рустам тому пример. Мы сейчас с ним наравне идем. Он региональный, я региональный директор. Салима Бекова, допустим, да, Салтанат ее имя, но просто в исламе Салима. Она сейчас без 5 минут сеньор-директор. За ней какая мощная команда идет. Тетя Наташа, да, в Уральске, тоже уже маркетинг-директор, без 5 минут сеньор, тоже какая мощная команда за ней идет. Вы представляете, вы должны вкладывать в этот бизнес. Без вложений бизнеса не бывает. Чем больше вы вкладываетесь, тем больше вы получаете. Не считайте деньги, не надо. Я никогда деньги не считала. Я даже когда в магазин иду, что-то покупаю, я никогда цены не смотрю. Я просто ложу, в конце рассчитываюсь, и мне не важно, сколько это стоит. Шагас полмай, крыс полмайда. Поэтому просто заходите, делайте, горите. Реально поставьте цель. Без цели тоже у вас ничего не получится. Вот я себе нарисовала цель, вернее, не нарисовала, у меня реально была мечта увидеть Америку. Я эту мечту получила. Гаухар, спасибо большое. Эфир у нас заканчивается. Осталось несколько секунд. Спасибо тебе.